Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. 28 числа у нас, если помните, было торжественное открытие нашей прекрасной мечети. Мы совершили за нашим муфтием Камиль Хазратом первый праздничный намаз. И, альхамдулиллях, мы радуемся, что это торжество, эту радость с нами разделили не только как гости праздничного намаза, но как и главные помощники, организаторы строительства этой мечети. Это раис республики Рустам Нургалиевич, это градоначальник, мэр города Ильсур Раисович, это главный спонсор нашей мечети Айрат Абай, и все наши помощники, аксакаллар, которые стояли на истоке этого благого дела. И вот прошел год. Прошел год, мы в коллективе тоже собираемся, делаем какие-то итоги, выводы делаем, принимаем какие-то решения. И вот тоже хотел с вами поделиться, потому что, на самом деле, первый год работы, это первые праздники, бірінші қимақ түйірлі болады, первый блин комын дейлер. Вот, поэтому первые праздники показали, где нам, что нам надо исправить, улучшить. Альхамдулиллях, первый Рамадан, народу было, помните, очень много, первые дни, даже во время Таравиха народу было больше, чем на Джумга, больше, чем на Джумга было. Во время ифтаров мы каждый день принимали 800 человек. И если у нас мест было на 800, это в 4 помещениях, видели иногда, что на цокольном этаже коридор заполнялся. То есть это означало, что 800 мест не хватало. Около 40 человек, они садились прямо на коридорах, и мы им накрывали на стол. И, альхамдулиллях, каждый день он был выкуплен нашими прихожанами, нашими братьями, сестрами. Даже звонили, просили у меня отдельные дни для кого-то, кто не успел. Там по связям не решишь, 30 дней, 31 не сделаешь. Поэтому кто успел, альхамдулиллях, участвовать в этом деле, они приняли участие. Мы им сказали, не огорчайтесь, не печальтесь, иншаллах, на то воля Аллаха будем делать ифтары на следующий год, поэтому можете сейчас уже бронировать дни. Альхамдулиллях, это большая радость, когда мы видим, что умма, она понимает, что такое награда, особенно в месяц Рамадан. Они понимают, что такое накормить постящегося, когда, по милости Аллаха, ангелы записывают такую же награду, которую получил сам постящийся. И это никак не убавляет ничью награду. Поэтому в один день заработать такую награду, чтобы ангел записал награду за один день, который ты постился, и плюс еще бонусом 800 дней, это великое дело. А еще были братья, которые очень сильно просили несколько дней. То есть они хотели купить несколько дней, не всем это удалось, потому что на самом деле быстро все разобрали. И это, альхамдулиллях, это милость Аллаха. И здесь наша мечеть, несмотря на то, что это был первый год для нас, Рамадан, она была примером для многих мечетей. Потому что, альхамдулиллях, несколько десятков мечетей только в Казани, они проводили ифтары, но не во всех мечетях были куплены все дни. Поэтому наша мечеть, наша махалля, она оказалась в этом даже передовой и показала многим пример. И
многие братья, которые подходили, когда уже все дни были куплены, они подходили и просили другие мечети. Поэтому у нас, я это всегда говорю и буду говорить, у нас нет такого, что вот это наша мечеть и все. У нас только в Казани 80 мечетей. И у нас в Татарстане 1500 мечетей. Все мечети это наши. Мы не должны смотреть, вот это наша мечеть, а это не наша мечеть. Это ну как рассказывает же, один тонет, брат мусульманин хотел вытянуть, а потом говорит, так это он не с нашей мечети, не с нашего масхаба, поэтому пускай тонет. Да? Не должно быть такого. Альхамдулилля, все мечети это мечети Аллаха. Мы должны переживать за все мечети, за всех братьев, не только России, не только Татарстана, Палестина, другие страны, которые пребывают в страшных испытаниях. Это все наши братья, мы должны за них переживать их, любить их. Вот, поэтому, альхамдулилля, мы увидели первый Рамадан, увидели наши некоторые проблемы, парковка. Проблема не только в организации, но и в организованности наших братьев, да, когда брат подъезжает на машине, паркуется, и старший брат, Абы Аксакал, подходит к нему, вот этому молодому юноше, да, который годится ему в сыновья, и делает ему замечание: брат, поставь машину нормально, вот там, со всеми, да, ты здесь дорогу закрываешь. И этот брат смотрит на него, как на какого-то пацана с улицы, да, ты что мне указываешь? Это очень нас печалит. Потому что в 90-х, может быть, он так не смотрел бы, потому что он мог ему и в морду дать, и остальное, да. А сейчас тут что, братство, все мусульмане равны. Нет, братья, не все мусульмане равны. Аксакал, который рядом с тобой сидит, жил дольше тебя, он имеет право перед тобой. И если он подходит к тебе и уважительно, не оскорбляя тебя, не унижая, делает замечание, надо послушать его. И не надо смотреть на него, как на какого-то врага. Мы мусульмане. Мы мусульмане. Вот недавно случай был, буквально на днях, когда сыну старший брат сделал замечание, сын позвонил отцу, а там целая банда приехала и побили брата. Ну это же полная джахилия. А потом говорят, почему там государство ущемляет права тех, этих. Вот у нас говорят, бір буклы сыйыр, бүтін күтіні буклый. Одна, ну скажу, говнистая корова все стадо портит. Все остальные страдают потом. Потом и по национальности начинают преследовать. Поэтому мы должны понимать, за тобой умма стоит. За твоим поведением, за твоей вот этой безнравственностью, дерзостью, не в том месте, да, стоит умма, твоя нация стоит. Если ты татарин сделал так, вот причина, чтобы сказать, все татары такие. Если ты таджик позволил себе такую дерзость, все скажут, все таджики такие. Не надо шайтану помогать против братьев, против своей нации. Поэтому очень важно. Это вот эти уроки мы должны извлечь из этих священных месяцев. Иртикаф, иншаллах, надо сделать так, чтобы еще лучше было в следующем году. Праздники, во время праздников, да, когда вот просим коридоры не занимать, потому что многие даже до тахаратной не могут дойти. Потому что заходишь, вот даже во время Рамадана, когда я был на вагазах, как мухтасиб приглашали в другие мечети, но охота было приехать сюда. Даже было несколько случаев, когда вот просто все, на фарс уже невозможно зайти в мечеть. Кто-то тахарат хочет, все, невозможно. А там внутри, с камер у Бабая видно, внизу там ползала, может быть, и не занято. Вот всем хочется намаз делать там, где ему хочется. Ну, надо уважать. Поэтому семья большая, и здесь, если мы не научимся уважать друг друга, блага не будет. Также год, вот целый год прошел, мы немножко сделали итоги по финансам.
Альхамдулилля, мы всегда благодарили и будем благодарить Аллаха. Многие братья принесли закат. В Рамадан мы собрали, альхамдулилля, хорошую сумму заката. Мы эти закатные средства ни в коем случае не будем использовать, не используем на нужды мечети, коммунальные услуги, газ, электричество, заработные платы. То есть закат категорически запрещено использовать на эти цели. Поэтому у нас есть договорные отношения с фондами города Казани. Мы прекрасно с ними работаем. У нас нет желания нанимать отдельно каких-то социальных работников, которые будут ходить по семьям, нуждающимся, вдовам, сиротам. Да? Есть эти люди, они работают, сестры, в фондах, получают зарплату, у нас с ними договора, и все, кто к нам обращается, мы информацию отправляем им. Они это обрабатывают, они идут к ним, смотрят, а потом нам говорят: вот давайте вот этой семье столько-то, этой семье столько-то, и мы даем. Поэтому выстроенная более-менее система есть, она работает, но просто так кто-то пришел с улицы, не проверив, кто он на самом деле, да, есть ли у него потребность к этому, или, например, не изучив историю болезни ребенка, которому они ищут средства, да, мы не даем, потому что это аманат на нас, и мы просто так раздавать эти деньги не имеем права, но мы должны это все раздать, сделать до следующего Рамадана. У нас много проектов, которые мы ведем. Я уже рассказывал об этом. И жилье. Вот у нас в этом году 13 объектов. Если кто помнит, я рассказывал этот проект, как мы строим жилье имамам сельским, молодым устазам, которые в мадресе преподают. Они там 10 лет, 20 лет работают и снимают квартиру. Вдовам, сиротам. Вот у нас тогда, когда я рассказывал, это был один объект в год примерно, или полтора. Сейчас у нас 13 объектов параллельно. То есть мы сейчас вышли на то, что в год 13 семей получают через нас жилье. Кому-то расширяем, кому-то обновляем, кому-то покупаем, кому-то строим. Поэтому это все тихо-тихо идет. Пусть Аллах нам, иншаллах, поможет. Поэтому закат – это отдельно. Нельзя использовать закат, там забор сделать, там котельный котел поменять. Вдове можно, да, но ни в коем случае в мечети. Вот если средние смотреть приходы, дебет-кредит, да, примерно мы вышли, это с Рамаданом вместе. То есть если Рамадан убирать, будет намного меньше. Примерно 400 тысяч в месяц у нас приходит садака в мечеть. Вот это средняя сумма такая, 400 тысяч. Умножаем на 12, получается на год. Много это или мало, мы смотрим по расходам. Вот если взять 12 месяцев по коммунальным услугам и разделить на месяц, у нас получилось примерно 212-220 тысяч это коммунальные услуги. Учитывая, что зимой у нас больше на газ уходит, но летом тоже не так мало, потому что вентиляция, она вынуждена работать, электричество. И плюс еще у нас отдельный расход добавляется, это вода. Потому что и тахаратные работают, и полив работает. Вот эту красоту мы должны сохранить, иншаллах. Поэтому, кстати, вот если есть желающие хоть через счет, хоть так на кассу, взять на себя, может быть, воду, примерно вот летом это около 40 тысяч в месяц получается. То есть пророк сказал, лучшая садака – это вода. Без воды мы никак не сможем. Каждый тахарат, когда братья и сестры будут делать, награду будет получать тот, кто им воду дает. Если сподвижники с колодца воду таскали, там вдовам, сиротам, в мечети, чтобы люди тахарат брали, да, сейчас просто надо счет оплатить, вода сама приходит, альхамдулилля.
Вот, поэтому, если 400 садака приходит, вот примерно 213 тысяч у нас вышло, это коммунальные услуги в среднем. То есть половина уже уходит, так ведь? Зарплата с тем коллективом, который мы набрали сегодня. Потому что у нас желание, конечно, больше. Мы хотим набирать людей больше. Но уже с тем коллективом, который мы имеем, кроме мадресе, кроме устазов, у нас уже 600 тысяч. То есть получается вот примерно 813 тысяч это чисто коммунальные услуги и зарплата. То есть уже в 2 раза больше получается прихода. 2 раза больше. Поэтому, альхамдулилля, год прошел, никаких долгов у нас нет. Как-то закрываем, перекрываемся. Кому-то письма пишем, потому что даже вот эти 400 тысяч каждый месяц надо, значит, у кого-то просить. Где-то что-то самим заработать. У нас никах есть, никахная есть с арендой. Не такая большая аренда, 5 тысяч, но это тоже все уходит в мечеть. Так, братья, если у нас буквально 3-4 минуты остается, мы должны, еще раз я повторяю, и первый джумга, когда мы проводили, у нас еще главные спонсоры вот здесь сидели, я сразу всем сказал, что спонсоров, которые уже очень много вложили в эту мечеть, мы доить, каждый раз у них просить мы не собираемся. Мы им сразу сказали, вот мечеть – это подарок всем мусульманам, и грош нам цена, если мы, мусульмане, не сможем сами содержать эту мечеть. То есть, это неправильно будет. Огромная мечеть, огромная махалля, и если мы каждый раз будем там куда-то звонить, Айрат Робертович, подкинь, пожалуйста, еще там пару сотен тысяч. Это неправильно. Это неправильно. Такая мечеть мощная, новая, с таким огромным махаллей, она сама должна себя содержать. Поэтому с тазиками здесь мы ходить не будем. Да? Мы так не должны опускаться. Это неправильно. Да? Поэтому я просто иногда сижу, думаю, нас примерно 1000 человек. Примерно нас 1000 человек. Если мы сможем построить такую связь с махаллей, что каждый, кто хотя бы на джумга сюда ходит, не знаю, 1000 рублей, если он будет оставлять в месяц, у нас будет 1 000 000. Мы закроем все свои расходы. Но это не значит, что мечеть не будет двигаться. Мы будем нанимать новых учителей, новых хазратов, новый коллектив. Мы будем мадраса развивать. Поэтому, дорогие братья, это не так сложно все. Я знаю, в городе психологи собирают по 600-700 человек. С каждого берут 2000. Эта сеструшка наша, молодая, которая не говорит, Аллах сказал его послание, которые что-то там, о чем-то они там умные вещи говорят, туда собирается 600 человек, умножаем на 2000 рублей с каждого. За эти 2 часа теплых бесед люди платят битком залой. Я не знаю, что мусульмане могут взять такого, чего они не берут с мечети. Мы же не говорим так, брат пришел, оставь 1000 рублей, давай. Мы не говорим, но мы обращаемся к нашим сознаниям. Почему психологам 2000 не жалко, чтобы просто сидеть, поплакаться? А так индивидуально 20 000 у них. Представьте себе, я сейчас Юсуф Хазрат скажу, кто ко мне на прием придет, 10 000 будете мне платить. Я никогда такого не делал. Кстати, многие говорят, у вас сколько стоит прием? Я говорю, у вас денег не хватит. У вас денег не хватит. Но мы так не делаем. Почему нам можно, а там каким-то девчушкам, которые еще свою семью не смогли построить, разрушили свою семью, потом хают своих мужей, брата мусульманина, который не справился с ней, не смог обуздать этого мустанга, талантливейшего, прекраснейшего, да? Они сейчас продают там, поплакаться 20 000 стоит. Вот куда мы платим? А дом Аллаха, чтобы этот ковер, чтобы он был чистым, ему химчистку надо делать. Его надо каждый день пылесосить. Туалеты каждый день надо мыть. Да? А паларга за это надо что-то дать. Абылар, альхамдулилля, встречают каждого, провожают каждого. Да? Хазраты должны работать. Тут не ангелы работают, они воздухом не питаются, и их
жены тоже воздухом не питаются. Поэтому вот элементарно, 1000 рублей, если один прихожанин в месяц будет оставлять, все, мы это все закроем, эти расходы. А мы будем двигаться дальше. Я вам говорил когда-то, если мечеть это выйдет к этому, мы другие мечети будем под шефство брать. Нам не жалко. Мы возьмем другие мечети, мы уже помогаем другим мечетям. Альхамдулилля. Поэтому, дорогие братья, это наше сознание, это наша мечеть, это наши стены, это наши ковры. Мы должны заботиться о нашей мечети. И не должны куда-то звонить кому-то там. Рустам Нургалиевич, дайте нам денег. Да? Владимир Владимирович, вы когда начнете храмы, мечети обеспечивать? Мы должны их обеспечивать. Поэтому пусть Аллах Та'аля примет, иншаллах. Джазакумуллах хайран. Субханак Аллахумма бихамдик. Шалла ла иляха илля анта астагфирука.